Время половина второго. Проснуться-то я проснулся, но, если честно, никакого желания на болото идти нет. Пойдем покажу, почему. Рассыпила печку. Ветер. Во-первых, ветер как дул, так и дует всю ночь. Во-вторых, вон минус, жесткий минус. В ведре лед. И морозится, если честно, друзья. Просто нет никакого желания. Как расцветет, если встанет солнышко. Сейчас лучше я попью чайковского, полежу. Володя утром придет, ляжет отдыхать. Печку я затопил, березку кинул, будет тепло, нормально. Ну а я днем попробую полежать в палатке. Днем все равно будет солнышко пригревать палатки и будет тепло, несмотря даже на ветер, если будет солнце. Вот. Посмотрим. Если что, будет и днем утка летать. Нет, так нет. Приду обратно в палатки. Но сейчас такую морозяку, что-то нет никакого желания. Тем более горло полностью заложило. А у меня никаких лекарств с собой нету. Ни терафлю, ничего. Так что лишний раз морозиться не стоит. Вот такое вот недоброе утро у нас. Пока что-то ничего не получается. Ну ничего. Не унываем. Все-таки не удержался. Крутился, попил чаю. Думаю, нет. Надо сходить. Все равно уснуть я не смогу. Володя что-то пока не стреляет. На улице наст. Вон, снег даже нет. Снег не держит. Но корочка есть. И тропа промерзла. На тропе не проваливаешься. По целяку валится. Где-то было -1, -2. Завтра обещают что-то до -3, -4, что ли. Да. Весна. Вот такая вот весна на севере. Ручей что-то успокоился. Уже не так журчит. Как мы видим, пленка на льду. Подмерз. И еле-еле течет. Течет ручей, бежит ручей. Вода, естественно, подъем воды опять остановился. Вон. Еле-еле. Ожурчал хорошо. Сейчас и он утихнет с такими морозами. И опять все остановится. Что-то никак не хочет зима у нас отступать. Ладно. Часик посидим, утрянку. Посмотрит, полетает, не полетает. В принципе, она сейчас вот должна летать на рассвете. Но Володя не сделал ни одного выстрела. Это значит, что утка не летит. Ладно, у меня озеро открылось. Буду надеяться, что что-нибудь туда плюхнется. Ну вот, наконец-то дотопали до шалаша. Везде тонкий лед, где нет волны. Все замерзло. Как бы есть опасность порезать резиновую лодку, но вроде все как обошлось. В принципе, что я говорил, так и есть. Перелета уток нет. Правда, приди в этот шалаш я на 5 минут раньше, возможно, можно было бы добыть гусика. 2 гуся пролетели буквально, пролетели бы прямо над шалашом. Они шли сюда, увидели меня, я на лодке шел и ушли в сторону Печоры. Немножко приди раньше, может быть, что-то бы и получилось. Ну, что получилось, то получилось. Сидим, ждем, перелета нет. В принципе, можно было и не ждать. Но для успокоения души, как говорится, лучше немножко померзнуть. Зато с чистой совестью можно будет сказать, что нет и нет. А так вот не пойдешь. А вдруг пойдет утка, кто знает. Налетит пару стояк. Как раз
Ладно. Посидим немножко, часик-два. Да, нет. Озеро вот выглядит примерно так. Если бы не заморозок, конечно, оно бы уже открылось побольше, но потихоньку вот открывается уже вот проталинка здесь, возле шалаша прямо. Я так думаю, сегодня эти две проталины соединятся и будет уже озеро поболее. Простор для птиц есть. В принципе, день-два тут, если перелет уток есть, самые плодотворные. Бывало здесь, неплохо попадал. Во время перелета вся утка плюхается прямо сюда. Ну, а вот когда уже все озеро откроется, тогда смысла нет. Она будет падать куда угодно. В редких случаях ставишь чучела, и там возле чучелов там что-нибудь хохлатая чернить или морская чернить подсядет. Или черки. Кряквы уже нет, шелохвости уже нет. Но редкость есть бывает. Вот самое время, как бы, из-за чего этот плот, этот шалаш стоит именно здесь. Вот ради 1-2, максимум 3 дней. Потом здесь делать нечего. Надо будет передвигаться туда вот на озеро. Ну, как мы видим, в этом году немножко опять не повезло. Резкое похолодание, и утка где-то опять тормознулась. Ну, подождем твою маму, что теперь? Подождем твою мать. Володя тоже за все утро не сделал ни одного выстрела. Вчерашний один выстрел, одна утка и все. Так, время уже почти 4 часа. Сначала посидел за палаткой, околел, залез в палатку, закрылся. Ветра нет, но околел и здесь. Как и ожидалось, уток не было. Ни одна не пролетела, не просвистела, не села. Не вижу смысла дальше морозить сопли. Они и так уже замерзли. В общем, знал, что утки не будет. Какого хрена попёрся? Ладно, пошел обратно в избу. Я так думаю, что северный ветер, утка не дура, лететь против ветра на север. Она просто где-то остановилась. Нужно ждать, пока не стихнет ветер. Он уже поливает около суток. Все. Шли обратно в избу. Там теплее. Так, друзья, всем привет. Веду репортаж с лесного ручья. Вчера здесь добыл утку, получается. Стрелял отсюда, вот с тех кустов. Где-то она в тех кустах была. Выстрелил. Она осталась, вторая взлетела. Прижал, в общем, здесь ее. Вот. С этого места, смотрю, она начала приходить в себя. Вот видите, да, в воде сучкастое дерево сухое. Вот и там она прижатая была. Но начала приходить в себя. Я ее добил. Вот. Как это было, сделал съемку. Есть кадры, можете посмотреть. На ошибках учатся. Как-то с Ромкой также подранок, также в 5 метрах, без клюва, без ничего. Головой крутил, начал снежками в него кидать, чтобы он сюда поплыл. Патрон жалко было добить у меня. В итоге взлетел, выстрелил 2 ствола и мимо улетел куда-то в тайгу, блин. По-любому где-то сдохнет. Так лучше я лишний патрон потрачу, блин.
Теперь уж точно никуда не уплывет. Ай, только как-то достать сейчас надо будет. Ну давай, давай, пошевелись еще. Еще сейчас залети. Давай, 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 крылышками. Бряк, 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 бряк. Вот живучий это, а. Во-во-во-во, сюда, 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 сюда. Да не туда, блин. Сюда, сюда. Давай, 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 давай. Все, теперь доставать придется полчаса. Так вот, добил ее. Она с последних сил шевельнулась, шевельнулась, ее понесло, понесло, понесло течением. И прибило вот к тем корягам. Как бы я ни пытался достать ее, вот здесь пройти даже близко не смог. Получается метров 30-40 от твердой земли. Тут трясина, кусты, ну в общем сам ручей, глубина. Пытался я с одной, с другой, с третьей стороны. Ни хрена не получилось. Думаю, как бы обойти ручей. Далеко-далеко есть переправа. Километра полтора отсюда. Но я туда пойду, там. А где факт, что я потом достану здесь. В общем, было принято решение оставить эту утку до завтрашнего дня, то есть до сегодня. И прийти с лодкой. По навигатору 3800 что ли было. До избы это по прямой. А так крутиться, вертеться все 5 километров, наверное, вот. Но сегодня с утра взял лодку. Вот она. Взял лодку Володи. Притарабанил эту лодку. И что я вижу? Я вижу, что куча перьев здесь. Утка лежала там. То есть метров 50 отсюда примерно. 60, 50-60 метров. А тут вижу куча перьев. И перья это как раз у кряквы, у самца. То есть вчера этих перьев здесь не было. Я стрелял ее, там туда уплыла. Сегодня появились. Ну я весь расстроенный, думаю, ну птицы сожрали. Начал рассматривать поближе. Вон перья, вот перья. Грудные перья. Начал голову поднял, думал, откуда, думаю, сова или что, или почему здесь. Представляете, друзья, самое интересное. В общем, продолжаю наблюдать, крутить башкой в поисках. Где-то, может, косточка осталась или что. И вот что я вижу. Вот что я вижу. Вот он. Вот он, крякаш мой. Вот эта бобровая хатка, кстати, здоровая. Вот эта куча. Это целая хата, хатище. Высотой где-то метра полтора, наверное. И шириной в диаметре где-то, наверное, метров 5. Здоровенная хатка бобра. И вот он лежит самец. Вот он самец лежит. И сейчас мы посмотрим. Сейчас мы посмотрим, что осталось у нас от этого самца. Это по-любому была норка, наверное, я так думаю. Вот. Занесла сюда, вот тут перья. Тут перья. Ну тут кто-то живет по-любому в этой хатке. Вот мой крякаш. Она его тащила и не утащила. Не дотащила. Он застрял. Здесь застрял. Так вот, достаем. Что осталось от крякаша? Стрелял я по голове. Вот. Голова съедена. Шею тоже съели. А все остальное, вон, крылышко съели немного. Шея съедена и голова. А все мякоть, все остальное целое. Так что, с одной стороны, все, конечно, было печально, то, что, но с другой стороны, надо сказать спасибо тому животному, который притащил сюда, и мне не надо накачивать лодку, не надо спускать ее
плыть среди коряг вот этих, доставать утку. Как бы утку достали, получается, и не съели. Вот такой вот селезень-крякаш. Конечно же, я его забираю. Вырежу эти кусочки мяса, все сварится, все отварится. Вот такой вот здоровенный. Он не зеленый, а даже с синей головой был. Ну, я так думаю, это не андатра. Хотя, может быть, и андатра. Они тоже, наверное, утками питаются. Норка. Ну, не знаю. Ну, что-то небольшое. Если он бы не наелся, он бы съел не только голову, а полностью бы тушку съел. А так, съел голову, съел шею и наелся. Что-то пытался туда вот утащить. Видно, что перья вот туда он утащил. Часть перьев. Ну, какая-то это животина, норка. По запаху крови, скорее всего, он определил, что в воде нашел. Это же надо. Оттуда он по воде, получается, притащил против течения сюда свою норку. Норка в норке. Скорее всего, все-таки это норка. И если бы он здесь вот не начал дербанить в этой хатке, если бы я не увидел эти перья, я бы, конечно же, никогда не нашел этого селезня. А так все получилось. До последнего стараюсь добирать что подранков, что добытую утку. Да, далеко, да, тяжело, да, притащил вот даже лодку. Но, как говорится, если есть хоть малейшая возможность, добытую утку надо достать, во что бы то это ни было. И это у нас получилось. Ну, как-то вот так. Ну, а коль мы пришли уже сюда, здесь вот сейчас поднялось 5 крякашей. Ну, может быть, там пару, 3 крякаша, 2 утки вроде было. Вот. Кряква, я так думаю, утки сами уже сидят на гнездах. А селезни вот это уже, которые сделали свое дело, они вот сейчас вот кучкуются и летают, ищут уточек, чтобы дальше продолжать свое дело. Этим самым меняя. Говорят, даже они разоряют гнезда, чтобы утка по новой допустила их к спариванию. Не знаю, не видел, ничего не могу сказать. Но то, что они уже оплодотворили яйца уточек и как бы сделали свое дело, так что можно их добывать, не опасаясь того, что род кряквы на этом закончится. А я еще, когда вот вчера стрелял, тоже одна добытая утка у меня уже была, я здесь оставил ее и пошел там искать, где-то, искать способы, как достать. Моя добытая утка где-то минут 20, наверное, здесь вот лежала, где сейчас лежит палатка. То есть вполне этот зверек мог также утащить эту утку. Вот, ладненько, все получилось. Значит, все не зря. Номер 3. Это 3-й селезень крякаш в этом году, в этом сезоне. Но я так думаю, не последний. Без 10:11. С раннего утра по насту вышел в поход за добытой, но за не взятой утки. Утка взята. Вот он, всадник без головы. Голову, шею успели почикать. Но тушка целая. Володя тем временем даром времени не теряет. Готовит супчик. Накрошил уже картошечки. Вон, хочу показать, какой маленький котелочек. В принципе, какой сам, такой котелок босяцкий. Вот такой вот. Там пустой или что-то варится уже? Там водичка закипает. И тут тоже. А там для чая, да. Сиротские котелки. Да. Чефирбак. Насквозь сырой, весь потный. В общем, разденемся, оденем сухую одежду и тоже будем что-то думать. Готовиться к вечеру. Сегодня это уж пойдем, наверное, да? Да, сегодня пойдем. Вчера сделали выходной день. Ну как выходной? Утром выходили, утки нет, все замерзло, минус. Я по насту решил пройтись по ручью. Говорил, скажи, Володя. Да, вечером Володя собирался идти. Я говорю, ты куда собираешься? -6. В общем, вчера устроили небольшой пикничок, выходной день. Отдохнули душевненько. Посмотрели телевизор. Сейчас я вам скажу.
Вон антенна. Все-таки мы сделали телевидение в избушке. Вон антенна, она отлично ловит 20 каналов. Сейчас вам покажу. Вот. Вот так вот. Почти как в квартире уже у нас в избе получается. Так. Вот у нас телевизор. Так. Включили, выключили. Включенным оставил. И вот от прикуривателя. Тут есть гнездо прикуривателя. Вот оно выключается. Раз, питание. И все. Вчера весь вечер, всю ночь смотрели телевизор, зарядили полностью всю аппаратуру, показывает 96% заряда батареи. 100 ампер час. 99 часов, 59 минут, 59 секунд. Как было, так и было. 99 часов. Видать, дальше нету цифр. Вот. 20 каналов. Какие надо. Вон. Правда, когда вот вез, разбил стекло, немножко, вон, трещины пошли. Ну, это буксировщики, видать, что-то где-то ударилось, пока вез. А так, полная цивилизация. Ноутбук есть, можно работать. Через инвертор также можно его включать будет. В общем, мини-электростанция в деле. Ну все, раздеваемся, пьем чайковскую, готовим обед, обедаем. И вечером в шалаш. Сегодня уж точно выйдем. Тоже минус сегодня, но вроде -1, не так холодно. А завтрашнего дня уже идет потепление. Как бы то ни было, 3 крякоша мы уже добыли. 3 крякоша и шелохвости Володи. Вот. Как-то вот так. Итак, друзья, время без 10:07. И несмотря на хреновенькое самочувствие, все-таки решил сходить на вечерку. Ночевать я там точно в палатке не буду, в холоде. Ветер стих, но морозец такой крепкий, хороший. Пойду и посижу вечерку, выключаем телевизор. В общем, что мы видим? Где там оно? Смотрели целый день телевизор с утра. Часа 4 поработал на ноутбуке. Полностью зарядился, я работал на нем. И что мы видим? Видим, что ноутбук, да, инвертор сожрал 10-11% заряда. Вот, как мы видим, 89 осталось, 100% было, осталось 89, 11% заряда сожрало, 93,1 ампер-час остался. Это все дело хозяйства выключаем. А, я еще, да, смартфон вот зарядил. Володя зарядил свой смартфон тоже. Ну, пока очень даже ничего. Смартфоны так себе, хотя у меня тоже батарейка мощная, 10 тысяч. Подзарядил. Володя подзарядил свой. Так, освещение того идет. Ну, 10%, грубо говоря, за 2 дня съела. Вчера вот весь вечер смотрели телевизор, всю ночь. Пока все нормально. Так. Это взяли. Все, выключаем. Печку закинули березу, чтобы когда пришел было тепло. И пойдем посидим вечерку. Сегодня обещаю до -2 еще. Сегодня льда здесь в ведре было. Вот, до сих пор он не растаял. Вон, около 2 сантиметров льда вот было. Толком еще все не растаяло. И пойдем посмотрим, что у нас там с добычей. Это вот 3 крякоша. Один всадник без головы, сегодня которого сходили, достали. Это вчерашний. Это позавчерашний. Вон какая разница. Этот вон какой здоровый, как гусь. Здоровый, широкий, длинный. Голова толстая, большая. Синевой вот отдаю даже. А этот какой-то худоватый, покороче, голова поменьше.
Видать, этот молодой самец, это уже взрослый самец, крупный. А у этого голова синяя была, вон, если судить по крыльям, вот не зеленые крылья, как у этих вот получается, а у этих тоже синие. Ну, съели, конечно, меньше самец, но вот этот вообще здоровяк, как гусак, блин. Вот, 3 штучки у нас есть, с Ромкой созванивались. Завтра вечерку еще отсижу и, наверное, съезжу к нему навстречу. Ночью он выйдет на утрянку, скорее всего. Ромку оставлю в своем шалаше, а сам потопаю с ночевкой в дальний шалаш. Ну, лучшие места сыну, как говорится. Ну, а пока сегодня сходим сами. Все, встречаемся в шалаше. Вот Володя холодильник соорудил. Целая бадья супа. Суп и каша в одном флаконе. Ну, попробовал. Черпачок один. Нормальный суп получился. В общем, целый день насморк, чих, сопли. И такое ощущение, что еще и температура поднялась. Судя по состоянию. И то, что колбасит. Переболел, видать, закрытие рыболовного сезона. Раздевался, там продуло. Да и тут уже больной. Первая ночь вот холодная была, вторая ночь вообще морозная. Хорошо, хоть вчера не пошли. Вон. Ручей начал спадать. Как мы видим, вода на ручей упала. Вот 2 дня мороза дали о себе знать. Журчал хорошо уже. Пошел еле-еле на спад уже. Все, зима никак не хочет отступать. Так. Ну, хоть свой плюс тоже в этом есть. Может быть, утка дружнее пойдет. Не знаю, посмотрим, увидим. Пока весной даже и не пахнет. Вон. Наст. Нет, Наст. Все-таки солнышком в течение дня Наст съела. Так. И возьму, отнесу коврики. Шалаш. Если что, поваляемся на ковриках. И завтра у меня там палатка Алтай. Теплый пол. Возьму дровишек немножко, если что, печку на ночь затоплю. И пойду туда уже в палатку с ночевкой. Здесь будет завтра уже Ромка сидеть. Сходим, посмотрим, будет летать хорошо. Нет, так как только начнет темнеть, будет подмораживать, сразу обратно в теплую избу. Сопли морозить всю ночь там точно не будем. Вон. Оставлял воду. До конца даже лед не растаял. Видимо, озеро протаяло за целый день под солнцем уже где-то метров на 60-70. И стала вот такая вот лужа. Как раз моего шалаша обстрел идеальный. Володя сегодня поставил 4 сетки на карасиков или окуней. Посмотрим, что попадет. Вот. Немного дальше оттает. Тоже парочку сетей, наверное, поставлю. Вода, несмотря на морозы, немного даже прибыла здесь. Все-таки под солнцем остатки снега растаяли. Но лед, вот как мы видим, лед. Корка льда, что ночью подморозила. За целый день даже так и не растаяла. Добираться до шалаша — это целая история, блин. Вот из-за этого я не люблю эти походы в избу и все такое. Но сидеть апрельскую длинную ночь тоже. Да была бы утка, я бы посидел. Утки нет. Блин, опять 6 не взял. Надо в 6-м проверять. Капитально. Каждый шаг. Иначе можно в яму угодить и набрать. Здесь ты утонуть не утонешь, но
намочиться можно. И тогда уже ни о какой вечерке речи быть не может. Сразу придется идти обратно в избу. Утка, кстати, вот сюда, с этой стороны тоже, особенно черки, широконоски, вот сюда тоже садятся. Кряков бывает. Опа, опа, опа. Вот так вот. Ямины такие. Все растаяло. Наверное, лучше выходить прямо к лесу и идти по снегу, чем здесь. Опа. Ладно, все, встречаемся в палатке. Так, ну вот, добрались до нашей палатки. Все есть необходимое для проживания. Спальник. Нет только газовой горелки. Раньше она была. Плитка. Так как украли, так еще и не замаскировал лодочку вот так вот веточками пихты. И вот что у нас состояние озера на 28, да, сегодня 9 уже, на 29 апреля. Володя поставил вот 1, 2, 3, 4, 5, наверное, сеточек. Или 4. 5-ю просто палку воткнул. И судя по тому, что поплавки не шевелятся, вроде бы никого нет. Ну там в одном месте вот поплавки затонули, может быть что-то есть, какая-то рыбка. Завтра утром проверит и видно будет, есть рыба, нет. Иногда попадает нормально, иногда вообще пусто бывает. Так что вот самый обзор. Вот это простреливается, здесь простреливается. Ну, практически там дальше тоже 70 где-то метров может быть. Тоже, ну, полностью вот этот участок простреливается. Когда летит утка, самое благоприятное время, вот когда все озеро стоит, а тут вот эта лужа. Осталось только дождаться перелета. Вот когда эти два фактора совпадают, можно день-два поохотиться, собрать манатки и уезжать. А здесь у нас все уже, к сожалению, высохло. Вот это все, мы видим луг, немножко воды. Тут тоже все бывает под водой. Поставил резиновую чучело одну в траву туда, дырявую. Чучела не выставляю, потому что нет смысла. Если утка сядет, она и так сядет. А иногда бывает, что чучела, наоборот, пугают утку. Вроде хотят садиться, что-то их пугает чучела и улетают. Чучела выставлять буду только в том случае, когда уже лед уйдет, много уже площади будет открыта, и тогда выставляю чучела. А пока здесь вот так вот все держится, даже чучела не ставлю, чтобы было все естественно, ничего не пугало. Так, по времени у нас 19:23. Ждем где-то часиков до 9 максимум. 1,5 часа, грубо говоря. И валим в избу. При любом раскладе. Будет утка, не будет утка. Ночью я здесь торчать больной не собираюсь. Пока тишина. Нигде. Ладно бы здесь вот нет выстрела. Володя не стреляет. Не стреляют на Печоре, не стреляют на лугах. Не стреляют в стороне деревни там. Тишина полная. Такое ощущение, что утки нет. Но утка есть. Она по речкам, по малым речкам вся она там тусуется, когда холодно. Ну, что-то волна пошла возле берега. Может быть, карасик проснулся. Ну, завтра утром видно будет, покажет проверка. Чуть больше откроется, здесь тоже несколько сеточек воткну. Все, ждем. Так, время 10 минут, 11 минут 9. Появились первые утки. Говорил с домашними как раз по телефону. Пролетело 4 чирка. Потом штук десяток чирков, наверное, пролетело. И сейчас верхом тоже. Но летят высоко.
И что-то даже к Володе, получается, не садятся, что-то пролетом летят. Начало темнеть. Ну, где-то с полчасика есть надежда, что что-то можно увидеть, если за эти полчаса что-нибудь да подсядет. В сетях что-то шевелится. Там рыба точно есть. На одной сетке, второй сетке аж колышек шатается. Так что завтра у Володи уже будет свежая рыбка. Рыба есть, это уже хорошо. Ждем, ждем. Что-то звук какой-то непонятный на реке. А, электростанция, наверное, скорее всего. Да, электростанция в избе, наверное, у кого-то работает там. О, еще сетка зашаталась, аж вон. Волна пошла. Короче, раз, два, три. В 3 сетках уж по-любому рыба есть там. Опа, опа. Что-то где-то пролетело, я даже не заметил. Слышно-то, слышно было, а что-то я даже не заметил. На болоте видел щуку, вернее слышал, болтыхается тут на мели. С озера зашла щучка. И там небольшая щучка тоже была. Если будет крупная щука, можно будет и выстрелить с ружья. Как-то уже одну утку так получилось добыть. Соединились 2 щуки большие. Выстрелил. Пока лодка за лодкой ходила, одна очухалась. Ушла, вторую взял. Да, это электростанция, скорее всего, там возле Печоры работает. В избе какой-то. Стреляют мало, практически вообще не стреляют на реке. Звонил Серега с Аней. Добыли 4 селезня. 4 утки, так, 2 селезня. Гоголь, самец. И шелохвость, самец. Сплавляются по реке. Бьет чисто селезней. Уток, говорит, не трогаем. Чисто по селезням. Что-то полетало вроде бы начало. И опять тишина. Ну, если ветра нету, вроде не так холодно. Немножко утка все равно должна быть. Немножко да полетает. Я так думаю. Только вот уже скоро видно не будет. А утка этого и ждет. Вот на зареве еще тут видно, а там на фоне леса уже нет. Тут еще пока видать минут 10-15. Ждем. С Печоры пролетела стая. Что-то я не понял, вроде бы шелохвости. Почему-то она там вдоль леса вообще в эту сторону не пошла. И слышно было чирка. Главное, вдоль леса куда-то туда ушли. На болото. О, слышно крылья.
Слышно, но не видно. Черки пролетели, вроде бы даже куда-то села, не вижу. Уже не видно ни хрена. Крякаш. Вон две летят. Парочка крякашей. Сейчас к Володе сядут и будет выстрел. Можно было в лед, конечно, выстрелить, но уже не вижу, где самец, где самка. Днем-то видно хорошо. Сейчас в сумерках уже не вижу, не различаю. Сядут, пока видно будет. Самец ярче все равно. Так, ну что, немножко зашевелились. Я так думаю, скоро начнется. Ока что-то не стреляет. Пролетели, что ли? Вроде садились. О! Что-то крякает. О, верхом пролетели, высоко летят. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 где-то. Ну, уже хорошо, уже веселее. Мы еще где-то летят. О, хорошая стайка. Шелохвости, штук 30. Так, стул убираем. Сидеть уже точно не будем. О, еще стайка. Пошла родимая. Стайка за стайкой. Но все туда полетели. На болото. Шелохвости. Это болотная утка. Нередко, когда вот на такое озеро садятся. Тут обычно вот когда хохлатая чернить, да, черки бывают, съезди. Кряка, шелохвости. Редко, когда садятся на озеро. Они вон лучше на болото куда-нибудь в траву шлепнуться. Вот. 4 утки. Сейчас меня срисовали, высоко стоял. Вон еще одиночка. 2 черка. 2 черочка. Еще 3 утки, 3 черка. Вот как. О, еще стая. Все верхом летят, все пролетом. 100 метров, наверное. Утки много, но она почему-то все высоко летит. И летят, получается, на юг. О, еще 2. Ничего не понимаю. Почему пролетом, почему никто не садится? С севера на юг туда получается. Вроде по прогнозу уже морозов сильных не ожидается. Что они на юг-то рванули все? Ладно, подождем.
20:35. Утки много, но вся летит верхом. Ни одной партейки, ни парочки, ничего. Даже на полото не думает садиться. Все летят, и все с севера на юг. И вся утка летит верхом почему-то. Шелохвости, связи, чирки. Вон. Просто пролетом куда-то херачат, и все. Светит луна. Но почему тогда на юг летят, а не на север, если это перелетные? По идее, на ночь они должны кормиться на болоте. Она должна падать сюда отдыхать. Ну, вообще ничего не понимаю. Или куда-то дальше, туда на болото, может быть, садятся. О, как крякает в манок. Но бесполезно. Все, летят верхом. Темнеет. Мне кажется, пока полностью не стемнеет, ни одна утка не сядет, наверное, на болото. Стемнеет, когда уже видно не будет. Может быть, что-нибудь досядет. Подождем. 2 гуся пролетело. Тоже верхом. И только 2. Видать, от стаи, что ли, стали. Чудеса. Че утка-то не снижается, блин. Вся верхом летит. 20:47. Грубо говоря, без 10:09. И практически ничего уже не видно. Немножко на зареве здесь видно, но сюда не сядет. Тут уже не видно. И тут уже еле-еле. В общем, еще жду до 9 часов. И дальше не вижу смысла. Перелет уток закончился. Верхом пролетело в течение получаса, наверное, очень много утки. Вся на юг. Вся утка верхом и вся на юг. И никто даже на болото не сел. Вот 2 кряку вот садилась только к Володе, и все. Был 1 выстрел за весь вечер. На Печоре не стреляют, на лугах не стреляют, нигде не стреляют. Ни одного выстрела не слышно. Ветра нету. Тут бы канонада издалека слышна была. Скорее всего, утка верхом идет, что ли, я не понял. В общем, сижу до 9 часов. О, чирочек. Сижу до 9 часов и иду в избу. Где-то в траве, что ли, сел чирок. Так, ну что, вот я и опять в нашей теплой уютной избушечке. Звонил Володя. Добыл он крякоша все-таки. Выстрел был слышен, помните? 2 кряку сели, он селезня добыл. Так что он достал уже, все на месте. Остается ночевать там, в шалаше. Потому что ему идти еще дальше. Мне-то здесь минут 20-25 шлепать до избы. А ему минут 40, наверное, 45. В общем, не стал он идти сюда, остается ночевать там. Говорит, все, жду утром. Поставил будильник на 1:15. Сейчас вот без 15:10. Получается, если здесь лягу 11-12, час, 3 часа можно отдохнуть. В термосе у меня горячий чай, кружечку чая и спокойной ночи. Встречаемся утром. Но это, наверное, будет уже следующая часть. До новых встреч на канале Коми Рыбак. Всем пока.